Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами обзор ножа, который, наш артель Черный Мухомор будет выпускать регулярно и серийно. Данная модель нам показалась крайне удачной. Можно сказать, что это утилитарная версия ножа Манси, еще он называется Вогл. Особенности и, собственно, его утилитарное предназначение, да, то есть он не для серванта, не для музейного хранения, вполне прикладной нож. Я сейчас о нем расскажу довольно подробно и покажу, собственно, в чем его адаптация к простым условиям применения и работы с ним, который упрощает уход и упрощает заточку. Сейчас мы с вами видим кожаный чехол ножный для того, чтобы носить на ремне с правой стороны под правую руку, чтобы можно было легко вынуть. Как видим, рукоять из стабилизированной карельской березы, без каких-то дополнительных прокрасов. Интересный рисунок. Лезвие ножа выполнено из стали Х12 МФ со следами ковки. Классические лезвия закреплено в рукояти с помощью чопиков. Именно так закрепляют его народы Манси. Однако для более плотного крепления хвостовик все равно в рукояти проклеен. Сделаны по большей части плоскости клинка довольно большие спуски. Спуски симметричные с обеих сторон. В этом и отличие от оригинального этнического ножа Манси, по той причине, что у них чаще всего одна сторона делается ровной полностью без спуска, а вторая сторона делается с большим спуском и симметричной заточкой. То есть с этой стороны спуска нет, но заточка имеется, а с этой стороны большой спуск. Делается это с учетом того, что народы Севера очень часто работают таким ножом по дереву, то есть он является еще и плотницким инструментом в некотором роде для того, чтобы там выстругивать какие-то элементы быта и предметов обихода. Так как мы понимаем, что наши клиенты вряд ли будут заниматься каким-то там суперхудожественным строганием, то для простоты заточки сделали симметричные спуски с обеих сторон и симметричную же заточку. Угол заточки по 17,5 с каждой стороны. В итоге у нас с вами на стали Х12 МФ есть 35 градусов прикладная заточка, которая позволяет работать и по разделке туши, и спокойно по рыбе, по костям, без каких-то фатальных повреждений на ноже. Соответственно, такое упрощение позволяет вам абсолютно спокойно в бытовых условиях камнями или мусатом править режущую кромку, без боязни как-то неправильно обработать нож при заточке. Как я уже сказал, нож у нас будет в серии. При этом стоит отметить, что каждый нож уникален, как минимум в силу того, что элементы ковки, которые мы оставили на клинке,
а также рукояти стабилизированной березы. Они всегда отличаются. И вы можете не сомневаться, что у вас будет уникальный свой нож.